В течение 3 дней по инициативе Министерства обороны Республики Абхазия при содействии отдела образования Гагарского района и дирекции Центрической средней школы номер 2 в стенах данной школы проходили учебно-методические сборы для преподавателей начальной военной подготовки школ Гагарского района. Методические занятия вели сотрудники Министерства обороны Республики Абхазия. В работе приняли участие не так давно зарекомендовавшие себя специалисты по беспилотным системам гражданской обороны, представители Пицунского резервного батальона. Беспилотные авиационные системы, так называемые дроны, в настоящее время имеют широкое применение как в военное время, так и гражданское. Беспилотные системы используются в ряде отраслей: в сельском хозяйстве, инспектировании объектов, в том числе энергосистемы, в кадастровых работах, строительстве и многом другом. Преподавателям начальной военной подготовки рассказали историю создания беспилотных систем, их классификацию, принципы полета, конструкции и виды полезных нагрузок. Провели показательные полеты и объяснили, как ими управлять. Образцы дронов, которые были представлены на учебно-методических занятиях, в основном сконструированы самими специалистами Министерства обороны. В завершающий день сборы посетили замглавы администрации Гагарского района Хана Гунба, заведующая отделом образования Мадина Ажиба. Необходимо отметить, что в Пицунской средней школе номер 1 уже работает виртуальная программа по управлению беспилотными системами. Это стало возможным при поддержке руководства района. В целях развития технических способностей у учащихся обсуждался вопрос внедрения виртуальной программы управления дронами на уроках начальной военной подготовки во всех школах района. Хана Гунба отметила, что руководство Гагарского района готово оказать помощь и содействие в этом деле. Как педагог я также заявляю, говорю о том, что действительно в этом есть наша заинтересованность. И я бы со своей стороны хотела бы отделу образования поручить подготовить соответствующую справку, связавшись с преподавателями дисциплины военная подготовка и гражданская оборона, на количество школ, это 18 школ в Гагарском районе, соответственно, предполагаю, 18 преподавателей данной дисциплины, какое оборудование нам необходимо для обеспечения школ. И понятное дело, что это дополнительные нагрузки для бюджета, к которым мы готовы, соответственно, тому, что это требования современности нашей. И для того, чтобы у нас было понимание, вот такое предложение подготовить, чтобы мы по школам эту инициатива подхвачена учителями, она, я как понимаю, с удовольствием принята, для того, чтобы ее внедрить. Необходимость ведения уроков по беспилотным системам для учащихся отметили преподаватели начальной военной подготовки школ района. Они выразили благодарность за проведенные сборы. Гиски района Ходара Рома Хотала директор ХП Хазто школ Бахаз Чинчорович. Ира изначально пхенат цеханта зги Пицунда пякпега школа хода директор инламаркна Абрия Маруга гизгна срапха зиргулана хагургана ханашитна классом маги возможность хазта злалоб Брия пхара год ва тынчрыкна ахучва бри Рхоя дурхората бриза возможность хамой кабуб заги взиршукса. В течение этих 3 дней нам был дан достаточно объемный материал, несмотря на то, что многие давно работают в этой сфере, но мы в течение этих 3 дней узнали много нового. В частности, теоретические знания относительно тактико-технических характеристик беспилотных летательных объектов, начиная с теории и заканчивая приобретением необходимых практических навыков. Хотелось бы, конечно, чтобы такие занятия проводились на системной основе, и, конечно же, это внесет большой вклад не только, как вот было сказано сегодня, в военных целях, но и в мирное время. Мадина Ажиба подчеркнула значимость изучения применения беспилотных систем в школах. В отделе образования основным направлением нашей работы, конечно, это получение знаний является,
но и патриотическое гражданское воспитание занимает достойное место. Хочу отметить, что сегодня для себя лично я узнала новым то, что эта работа направлена не только для того, чтобы готовиться к войне, готовить наших детей, как вести себя и работать с дронами в военное время. Очень радует тот факт, что наши дети могут применить знания, которые наши педагоги будут дальше внедрять в школах в мирных целях. И эти дроны они смогут использовать в различных направлениях нашей мирной жизни. Изучать беспилотные системы и применять их на практике будет весьма интересно и полезно для учащихся школы. Высокая востребованность в них подтверждается в нынешнее время.